Приветствую вас, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Тома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 17 апреля. Это у нас будет среда. Смотрим мы с вами в формате жеребьевки. То есть я выбираю формат этого расклада. Все знаки зодиака будут в одном видео. Начинаем мы с овнов и до рыбок. Сейчас я посмотрю, в каком формате будем мы с вами смотреть. И будем выяснять, что за день вас ждет. Так, покажите мне. 17-е. Какой формат? Ага, одна убежала. Сейчас, подождите, достану. Смотрим, что здесь убежала. Цыганский пасьянс убежал. Ну, давайте его и будем смотреть. Раз он захотел убежать, выпрыгнул прямо из... Сейчас я найду. Цыганский пасьянс. Прям выпрыгнул из моего стаканчика. Смотрим, значит, овны. 17 апреля. Цыганский пасьянс. Овны. Конверт. Ой, забыла камешки. Сейчас достану. Угу. Смотрим. Конверт — это получение. Чемодан — временная разлука. Чемодан. Гости — чашка чая. Новость о гостях, может быть. Свидание нельзя. События в доме, в семье. Глубокая печаль, сильное разочарование. Слезы. Ух, тут прям, возможно, дома произойдет какое-то неприятное событие в среду. Откроется какая-то тайна, информация откроется. Так, а ну сейчас, секундочку, я еще переставлю, а то как-то мне неправильно. Все, переставила, а то получается, что не будет видно, если будет по горизонтали, вертикали событий. Смотрим. Нет, 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 нет. Нет, нет. Ну, у вас я не вижу по горизонтали, вертикали. Получается, в этот день может быть временная разлука, расставание, может быть получение чего-то, какой-то информации, получение документа, гости, события, разочарование, печаль, слезы и открытие информации. Возможно, вот эта информация, она будет неприятной. Так что, вот такое для вас предупреждение на среду. Благодарю за внимание, и я перехожу дальше к тельцам. Смотрим тельцы. 17 апреля. Тельцы. События дня. Якорь, первое событие. Якорь — это остановка где-то надолго. Деловой разговор. Возможно, разговор будет идти очень долго. Или в разговоре вы можете поставить какую-то точку. Может, еще так быть. Так, секунду, что у меня? Все сегодня сбивается. Исполнение желания. Общение с друзьями.
Угу. Домик. События в доме, в семье. Корону нельзя. Угу. Ключик. Еще есть ключ. Это все в ваших руках в этот день. Все будет зависеть от вашего желания. Ножницы нельзя. Победа. Победу можно. Ключ, победа. Здесь нет и здесь нет. Значит, смотрите, у вас может быть деловой разговор в среду. Якорь показывает, что вы где-то будете проводить много времени. Возможно, вот первую половину дня на одном месте якорь. Как бы заякоритесь. Дальше будет общение с друзьями, исполнение желания, какое-то событие, победа будет. И ключ, перед вами откроются какие-то новые двери, новые возможности появятся. Так что шикарный день, Тельцы. События очень хорошие вам выпали. Благодарю за внимание и перехожу я дальше к Близнецам. Смотрим, Близнецы. 17 апреля. Сейчас, секундочку. У меня сегодня все сбивается. 17 апреля. Близнецы. События дня. Среда. Поехали, смотрим. Удача. Змея. Общение со змеей. Слезы. Возможно, из-за змеи у вас будут слезы. Деловая встреча. Документ. Свиток. Якорь нельзя. Так, и здесь я не вижу. Смотрим горизонталь, вертикаль. Нет, нет. Рыба есть. Рыбка. Рыба — это скользкое дело. Предупреждение для вас. Конверт также есть, получение. Конвертик. Здесь нет. Печаль нельзя. Нет, нет. Здесь нет. Получается, в этот день удача на вашей стороне. Общение со змеей. То есть кто-то попытается вас ужалить, задеть, сказать что-то неприятное, съязвить. Слезы выпадают. Получение. Может быть, это будет при получении, например, чего-то. Деловая встреча, получение. И скользкое дело — это всегда предупреждение. Будьте начеку. Возможно, на этой встрече вам будут делать какие-то заманчивые предложения, но они могут быть обманом по карте рыбы. То есть вас, как рыбку, знаете, заманивают в свои сети. Так что будьте осторожны. Благодарю за внимание, Близнецы. Я перехожу к ракам. Смотрим, раки. Что у вас? Какие события? 17 апреля. Раки, поехали. Среда. Ножницы, первое событие. Решение вопроса. Какого-то дела, вопроса.
свидание. Нерешенный вопрос. Видите, нерешенный вопрос решится по ножницам. И удача. Возможно, удача сыграет не последнюю роль. Так, проверяем теперь здесь. Болезнь еще выпала, череп. Болезнь. Расческа, неприятность. Тоже предупреждение для вас на среду. Нет, нет, и здесь нет. Получается, показывает, что будет какой-то нерешенный вопрос в среду, но он решится. Поэтому за него можете не переживать. Может быть приятная встреча, свидание, удача. И два минуса. Это неприятность может произойти. И какие-то вопросы, связанные со здоровьем, тоже вы можете в среду решать. Может ухудшиться самочувствие, могут быть какие-то боли и так далее. В общем, такие два предупреждения. Неприятности, связанные со здоровьем, можно вот так еще прочитать. В общем, будьте осторожны. Благодарю за внимание. Я перехожу к львам. Так, смотрим, левушки. Что у вас будет? Проверяем. 17 апреля. События дня для львов. 17 апреля. Угу. Деньги, первое событие. Мешок с деньгами. Деловая встреча. Деловая, рабочая. Змея. Встречаться будете со змеей. С человеком, у которого длинный язык. Подарок нельзя. Дорога. Змея в дороге. И прибыль. У вас, видите, выпало два события, связанных с финансами. И доход выпал, и деньги. Мешочек может показывать расходы. То есть и доходы, и расходы. А может быть два источника дохода. Слезы. Ага. Вот тут два варианта. Или слезы, или солнышко, радость. Но я увидела яблоко первое. Может быть, это будут слезы радости. Нерешенный вопрос. Ну, нет. Похоже, не слезы радости. Конверт нельзя. И здесь я не вижу совпадений. Получается, в этот день у вас может быть деловая встреча, поездка, общение со змеей. То есть это с человеком, который может вас ужалить, обидеть, задеть как-то. И слезы. Может быть, змея до слез доведет. Также у вас будет финансовые поступления, прибыль, но могут быть и расходы по деньгам, по мешочку. Плюс у вас еще может быть нерешенный вопрос в этот день. Может быть, слезы из-за того, что вопрос. Ну, не прям слезы, понятно, плакать не будете, но какие-то переживания за нерешенного вопроса. И ножницы очень далеко друг от друга. То есть вот этот вопрос, он решится еще, ну, скорее всего, не скоро в вашем случае. Так что вот так. Благодарю за внимание, львы. Перехожу к девам. Девы, смотрим.
17 апреля, Девы, события дня. Домик — это событие в семье, может быть дома в среду какое-то событие. Череп нельзя. Якорь, остановка. Ну, у вас тут и есть якорь. Видите, никаких событий нет. Ничего не происходит. Якорь. Успех. Успех в работе, в делах. Ну, в принципе, успех в какой-то, не знаю, в каком-то задании, задаче. Так, свидание нельзя. Смотрим, значит, здесь что? Конверт еще есть. Получение у вас может быть в этот день. Здесь смотрим. Нет. 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 Ну, тоже не вижу. Горизонтали, вертикали больше не нашла, только конвертик нашла. Получается, у вас показывает, что, возможно, в среду будет какое-то событие в семье. Также может быть успех в работе, в делах в этот день, получение, но большая часть дня пройдет под якорем. Видите, как бы особо событий никаких не происходит в этот день. Так что вот так. В принципе, день неплохой, плохих событий не выпало. Успех, получение, и он какой-то такой на паузе день, я бы сказала. Вроде как ничего не происходит, но при этом что-то вы делаете успешно и что-то получаете. Без особых, я бы сказала, каких-то усилий, даже может быть, по якорю. Благодарю за внимание, Девы, и переходим к весам. У вас все хорошо. Сейчас будем смотреть, что у весов. Весы, 17 апреля. Весы, 17 апреля, события дня. Покажите мне. Яблоко. Слезы. Весы, могут быть слезы в среду. Опять же, не забывайте, что это могут быть и слезы радости. Сейчас по событиям, по другим посмотрим. Может быть, они нам подскажут с вами. Пока ничего не нашла. Будильник. Может быть проблема со временем. Деловая встреча. Подсказка. Вы можете опаздывать на какую-то важную встречу. Хорошие новости. Шарики. Дерево нельзя соединить. Успех. Также, смотрите, еще есть успех в делах. То есть вот эта встреча, она может пройти для вас очень успешно. Лавровый венок. Здесь нет, здесь нет, нет. Нет, нет, нет. И нет совпадений. Получается, слезы, переживания, какие-то негативные эмоции. Возможно, они будут связаны со временем. Будильник. Вы будете спешить, опаздывать, не успевать, из-за этого будут переживания. Деловая встреча, успех и хорошие новости. То есть, видите, 3 хороших события. Если вам удастся правильно рассчитать время, то, возможно, тогда и никаких слез, переживаний не будет в этот день. Благодарю за внимание. Весы, перехожу к Скорпиону.
Скорпиончики, 17 апреля. Апреля, скорпионы. Домик. События в доме, в семье. Удача. Кстати, у многих знаков выпал этот домик. Возможно, какое-то массовое событие будет. Застолье. Любовь нельзя. Солнышко, радость, удача, радость, счастье и застолье. Что-то будете отмечать, скорпиончики. Здесь вроде бы нет. Ага, успех какой-то есть, смотрите. Победа, успех, венок. Нерешенный вопрос также есть. Цепочка. Вопрос, который тянется давно, долго, возможно. Здесь нет. Получается, смотрите, 4 классных события, 5. Ну и одно со знаком минус. Значит, из хороших. Удача, везение на вашей стороне. Хорошее настроение, позитив, успех в делах, в работе. Какое-то событие может быть застольем в этот день. И нерешенный вопрос тоже есть. Опять же, вот ножницы, смотрите. Да, если бы эти две карты поменялись местами, то ножницы бы сложились, и вопрос решился. То есть что-то помешает. Возможно, вот это событие помешает решению этого вопроса. Даже вот так может проиграться. Ну, в принципе, карты показывают, что он уже скоро решится, этот вопрос. То есть буквально вот на днях. Но в среду может не решиться. Вот такая история для вас. Благодарю за внимание. Переходим дальше к стрельцам. Скорпиончики, стрельцы. Дальше у нас идут. 17 апреля. События дня для стрельцов. Покажите мне. События дня для стрельцов. Что у них будет происходить? Так, смотрим. Что у вас, стрельцы? Сразу же цыпленочку выпадает. Это общение с семьей, с детками, может быть. Дети, цыплята. Любовь. И друзья. Все самые близкие, любимые люди подряд выпали. Дети, любимый человек и друзья. Наверное, все вместе, может быть, куда-то ехать будете. Надежду нельзя. Казенный дом, посещение госучреждения, либо еще второй вариант успех. Видите, тоже можно складывать, смотря что вы увидели. Я увидела книгу, это госучреждение. Метла, ссора, может быть, ну такая небольшая. Опять же, события в доме. Слушайте, этот домик, он прям преследует все знаки зодиака. Какое-то, мне кажется, будет всеобщее событие, наверное, у нас в среду.
События вселенского масштаба. Победа. Победа. Конверт. Получение. Получение змея нельзя. Нет, нет, нет. Нет и нет. Значит, смотрите, что у вас выпало. У вас будет общение с детками, общение с любимым человеком, общение с друзьями. Посещение госучреждения, победа. Может быть, там и получение выпадает. Что-то получите. Может быть, какую-то справку, бумагу там и так далее. Будет событие. Я думаю, что это какое-то общее событие будет. И может быть небольшая ссора в этот день с кем-то у вас. Так что вот так. Ну, тут, видите, выпали и любимый человек, и друзья, может быть, с кем-то из них, как вариант. Может быть, это ссора, может быть, в казенном доме. То есть тут уже я не могу вам конкретизировать, где и с кем будет эта ссора. Поэтому вот так. Благодарю за внимание, стрельцы. И переходим дальше к козерожкам. Смотрим козерогов. Козероги. Козероги, 17 апреля, среда. Обман, маска. Для вас сразу же предупреждение выпадает. Конфликт. Ссора, скандал. Опять же, может быть, из-за этого обмана. События в доме. Ну, вы представляете? 17 апреля будет какой-то, видимо, важный день. Произойдет всеобщее событие. Но я знаю только одно событие. Вот на сегодня это будет молебен, который будет в Индии читать. Он начнется 17-го. Возможно, молебен о окончании войны. Поэтому, может быть, действительно как-то это вот такое будет важное событие. Затронет всех, имеется в виду. Казенный дом. Дерево. Приглашение. Змея. И здесь нет. Значит, смотрю горизонталь, вертикаль. Нерешенный вопрос. Цепь еще есть. Смотрим теперь вертикали. Нет. Корабль есть по вертикали, ожидание. Деловая встреча также есть. Ну, здесь нет. Получается, у вас в этот день выпадает деловая встреча, какое-то событие, обман, скандал, нерешенный вопрос, посещение госучреждения, приглашение, ожидание долгое, нудное. Может быть, смотрите, скандал будет из-за ожидания. Вам придется долго ждать, например, там в казенном доме. Ну и вам в какой-то момент надоест, вы начнете ругаться. Поэтому так, и приглашение, опять же, приглашение, обман, тут много событий, змея, тоже предупреждение. Вот смотрите, предупреждение змея, предупреждение обман, скандал и ожидание. Ну и нерешенный вопрос тоже. Говорит о том, что какой-то вопрос не решится, приходится ждать, откладывать. Где ножницы у нас с вами? Вот. Ну, в принципе, ножницы недалеко друг от друга. Возможно, этот вопрос скоро решится. Не в этот день, но уже очень скоро. Так что вот так. Такая информация для вас, козерожки. То есть у вас тут много предупреждений на этот день. Благодарю за внимание. И я перехожу к водолеям.
Так, Водолеи. 17 апреля. События дня. Деловая встреча. Первое событие у вас может быть какая-то важная рабочая встреча. Сложный выбор, колебания, сомнения. Делать, не делать, идти, не идти. Колокольчик, пустые разговоры. Болтовня на встрече. Пустая болтовня. Месяц. Месяц показывает событие, которое повторяется постоянно. Тут смотрите, тут мог быть череп. Вот я не соединила, не увидела. Увидела месяц. Если вы увидели череп, тогда у вас череп проиграется, болезнь. А месяц не проиграется. Любовь. Любовь. Ссора. Метла. Небольшая ссора. Здесь не вижу совпадений. Получается, деловая встреча может быть, сложный выбор, пустые разговоры, небольшая ссора, гармоничные отношения в паре, знакомство. Если вы один или одна, тогда это знакомство. И событие, которое повторяется постоянно. То есть имеет какую-то цикличность такую. Там каждый месяц, каждые 2 недели, каждый, там, не знаю, раз в сезон и так далее. Так что вот 17 апреля еще будет какое-то событие повторяющееся. Ну, в принципе, у вас из минусов здесь только ссора, ну и сложный выбор тоже. Выбор всегда делать нелегко. Благодарю за внимание и перехожу я дальше к рыбкам. Смотрим рыбы. Рыбки 17 апреля. События дня. Смотрим, рыбки, что вам приготовила среда. Слезы. Ну, опять же, сразу не расстраивайтесь, это могут быть и слезы радости. Сейчас по событиям посмотрим соседним. Надежда. На что-то сильно надеетесь. Доход, финансовые поступления, сундук. Небольшая ссора. Метла. Месяц. События, которые повторяются. Конверт. Получение. Получение денег. Получение дохода. Возможно, в виде смс-ки какой-то придет. Придут деньги. Лебедь, верность. Ну и, конечно, проверяем с вами горизонталь, вертикаль. Разлука еще есть. Чемодан. Разлука, расставание. Но это временная разлука, расставание.
Здесь нет. Значит, смотрите. Надежды какие-то у вас на этот день вы возлагаете на среду. Будет событие, которое постоянно повторяется. Будут гармоничные отношения в паре, финансовые поступления, доход, получение. Это вот хорошие события. И из минуса показывает, может быть, небольшая ссора, слезы и временная разлука, расставание. Вот такая информация для вас. Благодарю за внимание. Жду вас на своих новых видео.